верующих сутники. Всевышний награждает их разными наградами, из них является, чтобы они все смотрели на лик Всевышнего Аллаха. Когда они смотрят на лицо Всевышнего Аллаха, они все, что им было дано до этого, все они забывают. До этого Всевышний сказал: «Вуджуху яума идината». Те лица грешка очень красивые, радостные, все они счастливые. За что? Иля раббиха надира. Потому что они смотрят на Всевышнего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда верующие входят в рай и неверующие входят в ад, то после этого Всевышний говорит верующим: хотите, говорит, чтобы я что-нибудь вам добавил? Верующим говорят: спасибо, наш Господь, вы спасли нас от ада, дарили нам рай, на все, что мы желаем, у нас есть, мы ни в чем не нуждаемся. Всевышний говорит: да, конечно, есть. Потом им дают, чтобы они смотрели на лицо Всевышнего Аллаха. Потом они все, что им было дано, они все это забывают. На это, братья, иджма улама, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и после этого все ученые, они единогласно, что в судный день му'мины все смотрят на Всевышнего Аллаха, и они видят его. Но, однако, хоть аяты на этом много, а хадисы мутаватир очень много, и ученые, сподвижники, таби'уны, после этого единогласно, однако здесь тоже джахмити, му'тазилити, и те все, которые ходят подобие их, не верят им. Имам Малик, рахима Аллах та'аля, великий ученый, говорит: у меня нет, говорит, что сказать им, говорит, пусть Всевышний их наказывает и не даст им, чтобы смотреть на лик Всевышнего Аллаха. Как они отрицали в этом свете, и так они не будут смотреть на него Всевышнего судный день. Имам Малика спрашивали, говорят ему: здесь некоторые лица, которые говорят: Всевышний Аллах в судный день его не видят. Он говорит: ас-сейф, сабля, принесите саблю, отрубите его голову. Почему? Потому что это отрицает Коран, отрицает Сунна, отрицает то, что иджма, который все ученые это согласны. Это то, что этим касается. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как Джабир, ради Аллаху анху, рассказывает нам, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел, один из ночи, белую ночь, когда солнце, Бадр был полный, месяц был полный, среди белой ночи. И говорил к нам, вы, все, видите луну, да, что-нибудь вам мешаете на это, чтобы видеть луну? Нет, ничего не мешает, ясно, все мы видим, друг другу мешает, говорит, кто-нибудь другу. Все же смотрят на луну. Кто-нибудь кому-то мешает, нет, мы все видим, без никаких сомнений. Пророк, саллаллаху, и так вы будете смотреть на лицо Всевышнего Аллаха в раю. Другой хадис, пророк, саллаллаху, сказал: когда средь белого дня вы смотрите на солнце, что-нибудь мешает вам видеть солнце? Они говорят: нет, кто-нибудь кому-то мешает? Нет, и так вы будете видеть Всевышнего Аллаха в раю. Хадисы на это очень много об этом. И потом дальше переходим на другие мас'ал, тоже акида мас'ал, то, что необходимо нам изучить. Один из основ акиды ахлу сунна джамаа, они без аята или без хадиса, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не говорят про кого-нибудь, это определенно, он в раю, он или аду. Всевышний нам это запрещает. Ахлу сунна валь джамаа не дает никому разрешает, чтобы сказать, этот человек аду, этот человек или в раю. Чтобы это основные люди разделились на три. Если к нам перешел аят в Коране и рассказывал нам определенный человек в аду, да и мы скажем, например, таббат яда аби лахаб ва таб. Эта сура спустилась про Абу Лахаб, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И эта сура объяснила нам, что Абу Лахаб будет ад. Итак,
И аяты, которые объяснили нам, что Фираун, Харун, Карун, все они будут в аду. Очень много. Мы это верим. Но хоть Ибн Араби это будет отрицать, и тот, кто ему верит. Но мы ему верим, потому что Всевышний нам рассказал, что он в аду. Мы это верим. И если придет о хадисе, который объясняет определенный человек в аду, то тоже мы верим. Говорим, это человек в аду. Без никаких сомнений. Итак, если нам придет определенный ая, что определенный человек в раю, тоже мы верим. Как нам рассказал Коран, что Иса, Юнус, Давуд, Сулейман и другие пророки, они в раю. Мы это верим. И если придет нам ахадис тоже достоверный, что определенный человек в раю, тоже мы говорим. Например, Зейд ибн Сабит нам говорит, он нам рассказал, 10 рыгов в раю. Саид ибн Зейд рассказывает, Абу Бакр в раю, Умар в раю, Усман в раю, Али, Талха, Зубайр, и по порядку рассказывает до 9. Потом он говорит, ему спрашивают, а кто говорит 10, говорит. Он молчит, ничего не говорит. Когда второй, третий мы повторяли, он говорит, Саид ибн Зейд, но он сам. Сподвижники, которые пророк, саллаллаху алейхи, сказал, это что в раю, их больше 10. Но этих 10 пророк один раз сказал, по порядку так рассказывал. А так, например, каждый в раю и другие посвященные тоже в раю, которые он специально объяснил именами. Это мы верим. Это первый этап. Второй. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто будет его последнее слово, ла иляха илля, тот входит в рай. Если мы умрем, если кто-нибудь умрет перед нами, и он говорит последнее слово, ла иляха илля, и здесь тоже мы имеем право, это человек рай. Али ибн Мадини, это был шейх аль-Бухари. В его время такого ученого хадиса не было. Этот ученый передал перед смертью этот хадис, рассказывал достоверные цвета пророка и сказал это слово, и на это он скончался. Но, конечно, мы говорим, Али ибн Мадини в раю. Ссылаясь на этот хадис пророка, саллаллаху алейхи, это там тоже нам разрешает. А после этого, без этого, мы не имеем права про это. Про никого ничего не сказал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, один из вас, говорит, делает благих деяний, пока не остается между ним, между рая, очень маленький шибр, очень маленькое расстояние. И потом, говорит он, возвращает наоборот, делает адские дела, входит в ад, говорит. И потом наоборот тоже. Всю жизнь человек делает плохие деяния, перед смертью тавбу делает и делает хорошие деяния, в рай попадает. Поэтому конец человека мы не знаем. То, что внутри человека, тоже мы не знаем. Нам то, что он выразил нам. А то, что у него внутри, мы не знаем. Поэтому нам ясно от определенного человека хороших благ. Мы желаем, чтобы он, если он умрет на это, иншаллах, он будет в рай. Так иначе мы желаем, чтобы он в рай попался. И одновременно боимся на него. Потому что у каждого человека грехи, которые он сам знает. А если мы видим какого человека, грехи у него очень много, как нам выяснились. Мы боимся на него. И одновременно желаем ему, чтобы Всевышний помоет ему грехи, и в конце до конца он попасть в рай. А после этого нам сказать, определенный человек в раю или определенный человек в аду, нам шара не разрешает. Всевышний нам разрешает. Вот это то, что говорит Ахлю Сунна валь Джамаа. А на определенного человека, без этого там тоже он в ад или он в раю, это не говорит. Он оставит Всевышнего, чтобы судить на своих рабов. Он и суд на их. А нам он это не разрешил. Это то, что говорит Ахлю Сунна. А другие, и хариджити, и шиити, и му'тазилит, и те люди, которые следили ним. Они что говорят? Они говорят, только они, их руководители в раю, а остальные в аду. Они, их руководители в раю, остальные в аду. Это они так говорят, но Всевышний так не говорит. И одновременно
эти хариджиты, шииты и те люди, которые следуют за ним, дает их своим руководителям исма. Что такое исма? А их руководитель не ошибается. С этим, а у нас ахлю сунна валь джамаа, исма только для пророков. Всевышний сохранил своих пророков, чтобы они не ошиблись. Почему? Потому что он их отправил примером для людей, чтобы люди следовали за ним, учить людей. А для другого человека исма нету. После пророков всех идет ревизия. Ему спрашивают, почему, зачем, как. Это спрашивают. Но когда это и шииты, и хариджиты, и мутазилиты, и те люди, которые следовали за ним, хотели делать то, что они сами хотят, хотели распространять между людьми определенную биду, как они хотят, начали дать своим руководителям исма. И он не ошибается. Ему нельзя сказать, почему, зачем. И как мы видим сегодня тоже, определенные люди, им нельзя сказать, зачем, почему. И поэтому эти люди делают, что они хотят. Делают, что они хотят, и пишут, что они хотят. Почему? Потому что его же не спрашивают, зачем. Ему же нельзя спрашивать, зачем, за что, как, на что ты ссылался. Где твой хадис? Это хадис, который ты передал, достоверный, недостоверный, ты откуда его взял? Ему же это нельзя спрашивать. Поэтому они что хотят, то и делают. Посмотрите наоборот. Имам Шафи, ради Аллаху анху, говорит, вы, говорит, не возьмите, говорит, мои слова, как Давуд. Нет, говорит, поставьте, становите хадисами. Если они совпадают с хадисами, возьмите, говорит, а если нет, говорит, бросайте, говорит, и следуйте, говорит, хадисам. Шафи, ради Аллаху анху, говорит, узнайте, говорит, если, говорит, вы найдете где-нибудь, какой-нибудь достоверный хадис, который я его не слышал, да не зашел, свидетельствуйте на меня, что я следую за этим хадисом. И говорит то, что говорит это хадис. Даже что он мне сказал, то, что даже не совпадает с этим хадисом. Я оставил, говорит, свое слово, я говорю, за хадисом всегда говорю. Итак, Шафии говорит, итак, Малик говорит, итак, Абу Ханифа говорит, итак, Ахмад говорит. Они все призвали, чтобы следовать хадисам. А другие люди сейчас говорят, нет, говорит, раз кто-то сказал, мы должны верить. Почему? Что? Зачем это? Потому что Шафии своей наукой, своей рассудой ильму, он за все это хотел, чтобы Всевышний от него довольный был. Всевышний от чего довольный не будет, пока он не будет следовать сунну и распространять сунну. Поэтому главное ему, чтобы сунну распространять. Его цель распространять на этом свете сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, закон Всевышнего, чтобы другого здесь не существовало. Поэтому ему не главное его мнение, ему главное то, что говорит пророк, саллаллаху, это ему главное. А то, что он сам говорит, ему не это волнует. Если совпадает с хадисом, благо для слушателей. Если нет, он кается на это. А другие, почему это говорят? Раз кто-то сказал, мы должны сдаваться. Почему? Потому что, братья, они внутри сердцах, как там спрятано, они не желают награду от Всевышнего в судный день. Если действительно они хотели за то, что они говорят, награду от Всевышнего, чтобы Всевышний от него довольный был, они сказали бы, как Шафии сказал. Они не сказали бы наоборот, нет, раз кто-то сказал, мы должны верить. Вот это сказал, но мы должны верить. Нам нельзя ревизии ему делать. Почему нельзя? Почему? Малик, ради Аллаху та'аля, когда он сидит в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, для всех идет ревизия. Всех спрашивают, почему, зачем, за что. Кроме хозяина этой могилы, говорит. И показывает пальцем на могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Только у него все забирают. Шафии что говорит? Только пророк, саллаллаху, от него мы обязаны все принимать. Там зачем, за что, почему не бывает. А у других мы должны спрашивать, откуда их взял. Еще вспоминайте, когда Абу Бакр, ради Аллаху анху, отправил Халид ибн Валид собрать закат, то, что надо люди платить ему.
обязательные. Когда он ходил одно племя, руководитель этого племени ему говорит, а что твой друг так что ли его забрал? Сахиб это хозяин, твой лидер, твой руководитель. Халид сказал, а что, говорит, он был хозяин для меня, а не был для тебя, и сразу отрубил его горло. Знаешь, он твой. Это не пророк, не твой, не мой, он наш. Мы все же мусульмане. Халид, субханаллах, Халид. А что, говорит, он раз для меня руководителем был, а для вас не был, что ли? Сразу отрубил голову. Сразу он не спрашивал, почему, зачем. Сразу так наказывались подвижники, те люди, которые против стали от сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да пророка не спрашивали, зачем, почему, зачем не бывает. Пророка надо следовать и соблюдать его сунну. А других спрашивают. Спрашивают, Аллах спрашивает, всех спрашивают. Почему не спрашивают? Умар, ради Аллаху анху, встает на мимбаре, когда он халифом был, и говорит, и люди говорят, не поднимайте, говорит, махри, то, что вам даете, говорит, женам при свадьбе, от определенного количества. Там в конце мечети старая женщина, говорит, она кричит, говорит, ябна хатаб, ляйся ля кахаза. Сын Хатаба, когда араби обращаются унизительно к другим, говорят, сын кого-то. Если она хотела бы его с ним обращаться уважением, она говорит, я Амир аль-Муминин сказал бы, я Аба Абдуллах сказал, нет, он говорит, сын Хатаба, это не для тебя, сын Хатаба, это не для тебя, что, вообще ты кто такой, вообще это сказал? Всевышний говорит, атайтум ихтахунна кинтара, Всевышний, если, говорит, вы отдали к вашим женам махр, кинтар это большое горе, золото. Не возьмите, говорит, призу ничего у них. А Всевышний, если вы отдали горе, говорит, золото, значит, это же много. А ты какое имеешь что определенное количество? Это женщина говорит, кому? Умару, который пророк, саллаллаху алейхи, сказал ему, я Умар, когда ты идешь одной дорогой, шайтан убегает, идет на другой дороге, убегает от тебя. Какому человеку? Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, в другом достоверном хадисе, следует, говорит, после меня Абу Бакра и Умара, за ним следует, говорит. В третьем хадисе пророк, саллаллаху алейхи, говорит, соблюдает, говорит, мою сунну и суннату хуляфа, у нас 4 хуляфа. Третий, второй Умар ибн Хаттаб. Этому человеку, женщины с конца мечети, не Али ему говорит, не Усман ему говорит, не Абдурахман ибн Ауф ему говорит, не Ибн Мас'уд ему говорит. Нет, женщина, даже эта женщина не знает, кто она. Она с конца мечети кричит, это не для тебя, говорит, сын Хаттаба. Что ты кто такой? Раз Всевышний так сказал. А Умар что сказал? А раз он сказал, ты ж кто такой? Меня спрашивают, зачем или что? Раз я сказал, это должен быть. Или кто-нибудь сказал, раз Умар сказал, значит все. Нет, Умар сказал. Ошибся человек, ахта арач вассалат мара. Я ошибся, она правильно сказала. И все. То, что сказал, то, что он сам сказал, оставил свои слова. Это Умар так говорит. А мы сегодня живем. А раз такой тебе сказал, значит там ревизия не знаю. А вот bila, с тебя сейчас, например, камни попадут на тебя. Да, с этими угрозами дошли мы до такой уровень. Если мы эти угрозы принимали, когда нам пришел хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если мы с таким, например, страхом мы принимали Коран и Сунну и соблюдали бы, мы жили бы, как жили Абу Бакр, Усман, Умар, Али, они. Но когда мы оставили Сунну и до этого Коран Всевышнего и начали следовать слова определенных людей, даже те, которые не знают, что такое Сунна, тогда мы до сегодняшнего уровня вступили. Умар, ради Аллаху анху, говорит, нахну каумун, ааззана Аллах бин ислам. Мы, говорит, те люди, говорит, которые, говорит, Всевышний поднял нас с исламом. وَمَهْمَا نُرِدِ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ يُذِلُّنَ اللَّهُ. А когда мы начнемся гордиться другими,
Всевышний говорит, как нас поднял, так и унизит нас, говорит. Вчера они гордились Кораном, Суннатом, соблюдением. Это только Коран и Сунна, это был их руководитель. Чтобы на земле слушать Коран и Сунна, эти люди 2 ночи работали, думали. А сегодня мы думаем, чтобы слова открыть кого-то, чтобы существовало на этой земле. Мнение кого-то существовало на этой земле. Руководство кого-то существовало на этой земле. Раз какой-то шейх или алим сказал, значит все должны руки, не только руки поднять, даже ноги поднять. Разговаривать никому нельзя. А когда слова пророка передают, все должны разговаривать, никто не должен слушать пророка саллаллаху алейхи вассалям. Вот. Узнали, почему мы сегодня так живем. А почему вчера Абу Бакр, Усман, Умар, Али так жили. Узнали, какая разница между ними. Они гордились сунной пророка саллаллаху алейхи вассалям. Им авторитет был слова пророка саллаллаху алейхи вассалям. Вот только это. А нам авторитет другой. То, что мы должны соблюдать, мы оставили. Поэтому мы так живем. Братья мои, принимайте ответ только сунну. И сунну достоверную. Когда человек, многие говорят, может, ты знаешь отличить правду от неправды. Мы откуда знаем, говорят? Все смогут узнать. Если кто-нибудь тебе скажет определенно про ислам, скажи им, это в Коране есть ли это? Или хадис есть? Если он скажет, что в Коране это написано, скажи ему, это комментарий, это кто это дал? Абу Бакр, Усман, Али, Шафи'i, Малик, Ахмад. Если он сказал, нет, не это, скажи ему, оставь для себя. Если он скажет,